Ребята, всем привет! Решила записать сегодня это коротенькое видеопослание для вас, рассказать, как устроена славянская школа, чем она отличается от российской школы. Во-первых, поздравляю вас с началом учебного года. Хочу пожелать нам всем вместе с вами, чтобы наши дети были веселыми, счастливыми, чтобы они вообще не болели никогда, чтобы вирус наконец-то ушел, чтобы школа работала в нормальном режиме, и чтобы это обучение было легким, без стресса. С чего хочу начать? Как вы знаете, 1 сентября в Словении, так же как и в России, дети идут в школу. Но есть некоторые отличия. Например, в Словении не устраивают никаких линеек, никаких парадов нету в этот день. Никто из официальных лиц или представителей школы, никто ничего не рассказывает, не ведутся какие-то пафосные монологи, дети не стоят со скучающими лицами, которые вынуждены это все слушать. У нас нету формы, дети идут абсолютно в том, в чем они хотят. Девочки без всяких бантов на голове, без всяких нарядных платьев, мальчики без пиджаков, без галстуков. Дети приходят расслабленные абсолютно, они встречают друзей на пороге школы, они общаются между собой, они веселые, они просто на расслабоне, они идут, можно сказать, в свой любимый дом, где они встретят своих друзей, своих учителей. Но у учителей, это, кстати, вопрос тоже другой. Учителя в Словении каждый год меняются. Процесс устроен таким образом, чтобы учитель не привыкал к ученикам. В каком плане? Чтобы он не ставил штампы на ребенке, чтобы он не вешал клеймо на ребенка. Например, это двоечник, это троечник, это там отличник. Чтобы, например, уже как вот я знаю даже по своему детству, как было в России, например, этот человек отличник, вот так заведено с 1 класса, и все, и все. И потом ему уже не глядя ставят одни пятерки. А это двоечник, ну и все, двойка, тройка, двойка, тройка. То есть тут такого нету. Здесь учитель не привыкает к ученикам, не успевает наставить на них какое-то клеймо, скажем так. Поэтому стараются, чтобы был процесс как можно более объективным, да. И помимо этого тоже хочу здесь об этом сказать, что каждый ученик не знает, какие оценки у его друзей. То есть никто не интересуется оценками друг друга, и никогда учитель не объявляет результаты контрольных, там, кто сколько получил, там, садись 5, садись 3, такого вообще нету здесь. То есть ребенок и его родители знают, какие оценки. Конечно, они могут, например, если им это интересно, они могут между собой пообщаться и поспрашивать, там, а ты что получил, а я что получил. Но моему ребенку, может быть, это возраст еще такой, он сейчас пошел только в 4 класс, до 3 класса он абсолютно не интересовался оценками своих товарищей. Товарищи, естественно, не интересовались оценками Сергея. Было такое, что я интересовалась у родителей, с которыми уже в более таких близких отношениях, дружим. Я подходила и спрашивала там, а на какую оценку там Ника, например, написал эту контрольную там, или еще что-то могла уточнить. Но, как правило, я получала такой, ну, мне, естественно, отвечали, да, на какую оценку, нету никакой тайны, но мне говорили наши славянские друзья, что ты слишком, Ольга, беспокоишься об этом. Это вообще не должно тебя волновать. Это ответственность твоего ребенка. Он сам должен делать домашние задания, он сам должен готовиться, и то, что он получил, то он и получил. Я, конечно, как русская мама, очень волновалась,
Поначалу, потом уже, конечно, подуспокоилась. Очень волновалась поначалу, говорила: ну как же так, ну как я могу не волноваться, ведь он сейчас закончит, ну не сейчас, а в дальнейшем закончит школу, и вдруг он не поступит в гимназию. Они меня спрашивали: а зачем? Я говорю: ну как же, ну зачем? Чтобы было хорошее образование, чтобы он стал достойным, там, ну, короче, какую-то банальность я просто говорила. На что мне вот отвечала моя подруга славянская, она мать 3 детей, она говорила: а зачем? Первое, что нужно, это то, чтобы твой ребенок был счастливым, и то, чтобы он нашел интересное для себя дело. Вот чем ему нравится заниматься, тем он и должен заниматься по жизни. Вот что-то в таком ключе она мне отвечала. Вот. Что еще хочу сказать? Хочу сказать, что на родительских собраниях никогда не обсуждают детей, обсуждают только организационные процессы, план учебный, обсуждают, какие-то, может, предложения вносят родители. Если ты хочешь пообщаться с учителем, то ты должен записаться. Есть такое расписание, ты записываешься в это расписание и встречаешься с учителем наедине. Сейчас, так как мы живем в время ковида, все это перешло потихоньку, перешло в скайп, перешло в Zoom. Как-то вот так вот. И там ты с учителем узнаешь, на что тебе больше обратить, может быть, внимание, какие-то слабые, сильные стороны твоего ребенка. Или, например, если у твоего ребенка есть какие-то проблемы в школе, то учитель сам тебя может записать, и ты придешь пообщаться с учителем об этом. Школа, переходим немножко к другой теме. Школа, вот за 3 года, что у меня ребенок проходил славянскую школу, школа ни разу не собрала с нас ни за что деньги. То есть нету никаких поборов ни на ремонт школы, например, ни на какие-то подарки. Я даже не знаю, на что сейчас вообще в российских школах собирают деньги. Здесь не собирают ни на что деньги. В конце учебного года единственное, что было, мы собрали с родителями деньги на подарок учительнице, порядка 5 евро в каждый скинулся. То есть это примерно по 500 рублей мы скинулись на подарок. И подарили ей цветы и какой-то сувенир. Ничего такого особенного, вот, как знак нашего признания ей. Школа, естественно, бесплатная, образование в Словении бесплатное. Чтобы собрать своего ребенка в школу, я потратила где-то порядка, ну, если не считать его портфель, рюкзак стоил 50 евро. Это было самое дорогое, что мы купили. Остальное это были учебники, тетрадки, ну, где-то порядка 100-150, может быть, евро я потратила на то, чтобы собрать его в школу. Никакой одежды я специально не покупала, никаких костюмов, галстуков, рубашек. На это я вообще не потратила ничего. Я купила только некоторые рабочие тетрадки. Учебники он получит бесплатно в библиотеке. И там какой-то циркуль, ну что-то такое, эти ручки, пенал. И то, по-моему, пенал в этом году не покупали. Питание в школе 3-разовое, и оно платное. Сейчас точно не скажу, сколько стоит питание, но где-то порядка до 100 евро в месяц питание стоит. Но в зависимости от доходов родителей эта сумма может сократиться даже в 3 раза, а может быть вообще бесплатно. Все зависит от доходов родителей. Рассчитывается доход на членов семьи, на иждивенцев, то есть все это учитывается. Кормят в школе вкусно, моему ребенку очень еда нравится, никаких дополнительных ланчбоксов он с собой не берет. Если ребенок аллергик, то, конечно, для него будет составлено отдельное меню.
Дети учатся все в первую смену, в школу приходят к 8:20. Если родители работают рано, начинается рабочий день, а ребенок, например, ходит в первый, второй класс, то есть начальной школы, то ребенок может прийти к 7 утра в школу. Мой сын всегда остается на продленку, продленка до без 15:05. Ну, как правило, там до 4 он всегда в школе. То есть в школе он сам делает домашние задания, в школе он гуляет, в школе он общается, в школе может сходить на какой-то кружок. Например, в прошлом году он ходил на немецкий. Что же вам еще такого сказать полезного, интересного? Насчет кружков. Кружков колоссальное просто количество. Некоторые кружки платные, некоторые кружки бесплатные. Вы выбираете сами от вашего бюджета, от вашего желания. Все это вы сами решаете, куда ваш ребенок будет ходить, на что ваш ребенок будет ходить. Мой ребенок ходил платно в прошлом году в бассейн и на акробатику. Бесплатно он ходил как раз на немецкий язык. И еще дополнительно, например, Сергей, он еще в течение года ходит дополнительно, изучает русский язык. Все-таки русский язык – это его родной язык. Его, естественно, устную речь он не потеряет, потому что мы русскоязычная семья и общаемся только на русском языке дома. Но он еще плоховато читает по-русски и пишет тоже не очень, поэтому он занимается русским языком, изучает орфографию. В принципе, мне кажется, что такие самые главные аспекты я вам рассказала. Сейчас посмотрю, может быть, что-то упустила. Может быть, что-то упустила. Про школьную форму сказала, про домашние задания сказала, питание, кружки. Слушайте, просто можно сказать, что все основное я вам уже сказала. Так что вот так. Ребята, если вам это видео было полезным, интересным, и если у вас есть какие-то вопросы, или, может быть, вы хотели бы обсудить еще какие-то темы, оставляйте, пожалуйста, комментарии, и в следующий раз я запишу для вас что-нибудь еще. Ну все, надеюсь, до новых встреч. Пока!